Говоря о Тукае, следует отметить, что в его творчестве темы патриотизма, дружбы народов занимает главенствующее место. Он постоянно писал о тесных узах, связывающих татарский народ с другими народами. Говоря словами Чингиза Айтматова, значение Тукая состоит в том, что он совершил переоценку истории и культуры своего народа. Значение Тукая огромно и для прежнего Узбекистана, для всей Средней Азии. В начале 20 века Тукай стал любимым поэтом не только татарского народа, но и всех русскоязычных народов своими несравненными огненными стихами. История культурных взаимоотношений каракалпакско-татарского народа имеет свои древние корни. Об этом свидетельствуют археологические, этнографические, исторические, а также языковые данные. Фольклор, без сомнения, тот источник, который свидетельствует о тесных связях наших народов, порой является единственным свидетельством наших духовных, культурных ценностей. Примером этого служат многочисленные аналогии в народных обрядах, пословицах и поговорках, загадках, а также единство сюжетов многих эпических произведений, в частности, Алпамыс, Алпамша и Едиге, на татарском Едиге. Культурные взаимоотношения наших народов заметны и в сфере литературы и искусства. В частности, поэзия Тукая неразрывно связана с творчеством каракалпакских поэтов. Например, народный поэт Узбекистана и Каракалпакстана, герой Узбекистана Ибраим Юсупов высоко оценивает творчество Тукая, называя его солнцем татарской поэзии, писал: «Токайдан косованын һәр татары, дәне мағызды пісіп тұрған бидайдың масағы сияқты. Бұл масақта бірде-бір қауызақ, бірде-бір күштен жоқ. Токайдан қосуға һәммеге бірдей түсінікті де, мазалы да. Өйткені халық поэзиясы, халық тұрмысын, халық арманын суреттеу, халық мұңын ұлау Токай поэзиясының альфа-омегасы болды». Произведения Тукая в Республике Каракалпакстан вышли два раза отдельные книги в 1961-1981 годах. Это стало большим событием в культурной и литературной жизни Каракалпакстана. О дружеских отношениях наших народов, об этом так мечтал Тукай в свое время, наблюдается и в сфере культуры. Об этом говорит тот факт, что в Татарстане гордятся именами своих земляков народных артистов Республики Каракалпакстан: Юрия Борисенко, Вафири Гизатуллиной, Рената Ибрагимова, Зили Сунгатуллиной, Эльвиры Хабибуллиной, Ильхама Шакирова, заслуженного деятеля Каракалпакстана Исаида Ярнулина, заслуженного деятеля культуры Каракалпакстана Рената Харисова. А в свою очередь в Каракалпакстане мы хорошо знаем имена народных артистов Татарстана: Тамару Душимову, Риму Базарбаеву, Атажана Кудайшкурова, ныне покойного, Махсета Хожанязова, заслуженных деятелей искусств Татарстана, композитора Наджмайда Мухаммадинова и балетмейстера Пулата Мадеева. Это ли не факт дружбы наших народов? Духовное возрождение полиэтнического населения Узбекистана приоритетное место занимает такие специфические общественные объединения, как национально-культурные центры. В настоящее время Узбекистан функционирует 130 таких культурных центров, охватывающих 27 национальностей. В частности, в области Узбекистана функционирует 9 национальных татарских культурных центров. И у нас все созданы все необходимые условия. Деятельность таких центров достаточно регулярно, все стороны освещается в средствах массовой информации. В Узбекистане теле- и радиопередачи транслируются на 8 языках, в том числе и на татарском.